Большим удовольствием начинаю нашу замечательную пресс-конференцию. Сегодня у нас в гостях народный артист России Ринат Исламович Ибрагимов и руководитель Казанской анимационной студии «Фильмфлай» Данил Фейзрахманов. Мы будем говорить о создании совместно музыкально-анимационного проекта, конечно, ну и поговорим о новостях. Ринат Исламович расскажет о своей творческой деятельности, жизни, поделится. Готовьте вопросы. Наверное, начнем. Ринат Исламович, мы дадим первое слово вам. Я приветствую наших коллег. Рад с юными дамами, которые представляют. Это как бы СМИ получается, да? Здесь да, у нас весь цвет журналистики здесь, самых красивых, умных. Да. Я, кстати, вчера у нас была встреча, вот мы с Данилом были на факультете журналистики, да? Да. И я там тоже, естественно, мультфильмы показали, там экран был. Рассказал о книге, о творчестве немножко. И я им что-то зашел разговор как раз об истории, как учился в школе, как я ходил в кинотеатр «Родина», смотрел фильмы музыкальные, американские ленты великолепные с участием певца Марио Ланца. Это шикарные такие мировые ленты, это просто... Их можно смотреть, мне кажется, еще сотни лет, они будут доставлять людям удовольствие. И певец, скорее, Марио Ланца, это мировая звезда. Я думаю, что его никто, на сегодняшний день никто его по значимости не переплюнул, как если таким языком простым сказать. И я спросил у журналистов, у студентов юных, молодых, будущих журналистов, знают ли они певца Марио Ланца. Ни один человек не поднял руку. У нас знает интерес сидящий? Ни один человек. Я был просто поражен. Вот уровень, если уж уровень журналистов такой, то что творится в народе обычно? Понимаете, на каком уровне сейчас у нас духовность населения? Я просто был потрясен, честно говоря. Я надеюсь, что вы знаете певца Марио Ланца, знаете, что это за певец, уровень этого, это великий мастер. По красоте голоса нет такого. Ну, а чем порадовали вас тогда, журналисты, студенты? В таком случае. Ну, я скажу, что особо ничем не порадовали. Спасибо за откровенность. Я так прямо был... Мне кажется, наш народ в наше время, в этом возрасте, был более интересующимся, активным, который всегда всем интересовался, вели общий, более активный образ жизни. А это что такая какая-то немножко масса очень была такая... малоподвижная и малоэмоциональная. Я просто давно не общался, я был, честно говоря, просто поражен уровнем, к сожалению, большой. Поэтому, конечно, я им сказал, я откровенно говорю, я не завидую вашей специальности. Нет, у нас хорошая специальность. Я говорю, что... Нет, сама специальность хорошая, то есть это кругозор, образованность. Но я говорю, не завидую вашей будущей работе, потому что ваша индивидуальность будет подавляться, в первую очередь, главным редактором. Вы же, у вас есть свое мнение, есть свой уровень понимания мира, событий, но вы его не сможете выражать. Вы будете выражать то, что вам скажет главный редактор. А главный редактор будет выражать политику сверхстоящего человека, который выше стоит. Поэтому в этом плане не очень завидная ваша специальность, потому что человек, я, например, я думаю, что человек, для меня самое главное свобода. Это номер один для меня. Я не могу существовать, если я чем-то скован. Для меня фактор свободы, независимости, это главное в жизни, в творчестве. То есть вот на вашем творческом пути никогда не было препятствий, никогда, да? Никто не посмел ограничить вас как в свободе, указать вам, что петь? Нет, никогда. Я всегда был независимым, и все смирялись с этим. И я всегда в этом плане не подчинялся этим правилам. Но я сам, если бы я что-то делал такое которое нарушало, как это наносило вред, но я, видать, был правильным в этом плане человеком, правильно, определенное воспитание у меня было, которое шло, в общем-то, в пользу всем. Поэтому мне никогда не диктовали ни репертуар. Единственная была вещь, которую я, кстати, в этой книге описываю. Когда я захотел, я начал изучать историю нашего народа, булгар, потому что история древних булгар, волжских булгар, она же была от нас скрыта полностью. Вы же знаете прекрасно, что в 1957 году, что ли, Сталин
официально издал указ, запрещающий вообще изучать эту историю. Просто официально, и все было закрыто, засекречено. И мы учились, мы даже не знали, что были, мы назывались булгары, что были государства великие булгары, что был у нас первый царь по имени Аттила. Аттила – это наш царь булгарский, великий воин. Один и я сын назвал, кстати, Аттилой. Да? Да, и я когда начал это изучать, я почему начал изучать, думаю, надо будет как-то, я создал ансамбль, работал время в оперном театре, а при филармонии создал коллектив. И хотел в этом коллективе какую-то этническую составляющую сделать, какие-то инструменты древнебулгарские, а в это время ничего же не было у нас. Обычно то, что пользуется везде, а то, что, например, те инструменты, которые сохранились у народов, допустим, Ближнего Востока, Азии, у них сохранились эти древние инструменты. У нас это ничего не осталось, а у нас было все в булгарском государстве, все. Я когда прочитал, ну как перешагивая, и я решил изучить эту музыкальную культуру, и я пошел в эту библиотеку нашу, при университете, ну, Ленинскую, так называемую, которая напротив университета национальную, и попросил литературу на эту тему. И что? Нашли? Мне отказали, говорит. У нас, говорит, этой литературы нет, она, говорит, засекречена. Специальный допуск надо. Я был поражен. Интересная информация. Я пошел в обком партии, зашел в отдел обком. У нас такой был в то время Мударис Мусин. Вот, сказал, что вот такая идея есть, и я бы хотел эту информацию получить, но, говорю, литературу мне не дает. Спецдопуск надо, обком партии должен подписать, там, разрешение получить. Мне дали такое разрешение, и мне парочку этих небольших таких книжонок на эту тему дали, которых, притом я не мог с собой взять, мог так в зале только почитать часики и назад отдать. Вот какая была скрытность нашей культуры древней. Я там подчеркнул, я это все очень интересный факт вычитал. Затем я захотел группу назвать «Булгары», афишу заказал «Булгары». Это все 70-е годы. И жду афишу не печатают. Зашел к директору филармонии, Марат Издин был такой директор, говорю, скоро их на гастроли, афиши до сих пор нет. Он говорит, ты знаешь, тебе придется изменить название. Я говорю, почему? Этот комбинат печати отказался название «Булгары» печатать. Я опять пошел в отдел в Компартии, и он уже более откровенно со мной поговорил. Он говорит, ты знаешь, мы, говорит, гостиницу в Набережных новую построили, хотели назвать «Булгары», и нам Москва запретила. Придется, говорит, назвали КамАЗ. Да, тебе назвать коллектив по-другому. А в каком времени даты? Какие года? 70-е. Так что наша история была тщательно скрывалась, чтобы мы ничего не знали этого. Чтобы нас называли татаро-монголами, захватчиками. Все специально делалось. Что мы пришельцы, чтобы была конфронтация с русским населением. Все специально делалось, искусственно создавалось. Вот. А мы же здесь тысячелетиями живем. Это наша земля фактически. Это все по Волге, начиная от Москвы-реки, от Москвы, города Москвы до Черноморья и даже до Средиземного моря, это все там, где жили булгары, исконно нашей земли. И Крым тоже, булгары жили в Крыму. Скажите, правильно ли я понимаю, что сейчас вы реализовали, правильно ли я понимаю, что сейчас вы как раз вы реализовали все эти планы, которые в 70-х годах вы вынашивали вот в этом проекте? Здесь я очень много написал. Я считаю, что это книга «Ликвидация безграмотности». Вот я их 500 штук подарил школьным библиотекам. Если можно поподробнее, как она называется? Чтобы эти книги по школам развезли. Не знаю, сделают это, нет, я не знаю. Ну, наверное, сделают. Вот. И тут много интересной информации. Эта книга очень полезная. Я когда ее писал, во-первых, я не хотел писать, почему? Потому что считаю, что писать книгу непрофессионалу лучше этим не заниматься. Я, во-первых, потрачу свое время, которое я могу более полезно использовать для творчества. Это грех. Потратить свои средства, потому что надо печатать, деньги тратить, тоже грех.
людям, которые будут покупать свои средства, потратить еще один грех. Они свое время потратят, чтобы почитать еще один грех. То есть это грех на грех. Лучше вообще не связываться с этим, если ты не профессионал. Поэтому я не хотел писать, но меня уже просто жизнь заставила это сделать, когда я общался в Москве с людьми, которые пытались написать, но что-то никак не складывалось, но Всевышний это делал. То времени не хватало, то у меня, то у них. А время подпирало, и я думаю, ну попробуй сам писать. Начал писать, написал 2 рассказа, дал почитать своим друзьям, они почитали, говорят, нормально, говорит, все читать легко, давай пиши сам. Ну, вот таким образом я написал. Это прямая моя речь, здесь ничего не правится. Вот как я говорю, так все здесь написано. Там есть чисто орфографические справки. А какие акценты расставили в этой книге? Вот, там она трехчастная, она там первая часть называется «По морю жизни», вторая часть «На корабле судьбы», а третья часть «Под парусом любви». И люди, которые написали рецензию, одни из самых высоких в области поэзии, музыки и духовности. То есть первую часть рецензию написали Пахнутый Добронравов, ко второй части Андрей Дементьев, поэт, и к третьей части шейх Равиль Гайнуддин, муфтий наш российский. Самый высокий авторитет. Ну да. Так что можете довериться им. Время зря не потеряете. Скажите, а как появилась идея снять мультфильм? Книга мы теперь понимаем, да. А мультфильм? А потом, значит, уже потом, когда была книга написана, туда вошли мои произведения, там несколько песен, где я писал и музыку, и стихи написал. И у меня такая идея, думаю, хорошо, какую взять песню и сделать бы типа клипа. Но клипа не традиционно, который сейчас снимается, вот, в традициях Music TV, когда смотришь, там все это мелькание, все это компьютерная графика, все это. Вам не нравится? Да, я вообще пусто все совершенно. И у меня идея такая, попробовать мультипликацию сделать на песне. Вот. И вот я таким образом узнал, что в Казани есть такая мультипликаторы, которым руководит Даниил. Мне дали телефон, я ему позвонил. Дальше вот сейчас расскажет. Даниил, да, наверное, появится. Мультфильм, и в этом есть информация именно пластилиновая техника. Да. Мы его даже принесли, можем показать. С чего начать? С предыстории или показать? Ну давайте посмотрим и потом продолжим. Песня «Домой», кажется, которая была написана в юбилей Дня Победы. Дым паровоза, наша теплушка, старый солдатский вагон. Вдоль по откосам лица старушек, лица сестрен и жен. Как долго не были мы дома, как мы устали от погон. Домой стучат колеса и стучат сердца. Домой с войной мы рассчитались до конца. Не все из нас смогли вернуться в край родной, разбив врага. Мы возвращаемся домой. Сядем, приятель, с края теплушки, ехать еще далеко. Скрутим одну на двоих самокрутку и подымим с ветерком. И пусть искрит на всю Европу цигарка красным огоньком. Домой стучат колеса и стучат сердца. Домой с войной мы рассчитались до конца. Не все из нас смогли вернуться в край родной, разбив врага. Мы возвращаемся домой. Где-то родная
смотрит в окошко в синюю даль без огней. Дай мне, дружище, губную гармошку, старый солдатский трофей. Я так сыграю для любимой, что будет слышно только ей. В край родной, разбив врага, мы возвращаемся домой. Домой стучат колеса и стучат сердца. Домой с войной мы рассчитались до конца. Не все из нас смогли вернуться в край родной, разбив врага, мы возвращаемся домой. Скажите, коллеги, по-моему, по общему впечатлению, да. Спасибо. Спасибо. Ну вот, впечатлил наш коллег. Очень приятно. Мы же, работая в студии, не знаем, как до последнего, пока мы все не смонтируем, как отреагирует на это зритель. И каждый раз волнуемся. На самом деле, кто говорит, что делает и не переживает. Мы, конечно, занимаясь любимым делом, делаем это для зрителя. И для нас очень важна и ценна обратная связь, для нас очень важна и ценна критика, конечно же, но и положительные отзывы. Поэтому высказывайтесь, говорите, где плохо, где хорошо, что бы улучшили. Давайте вернемся к предыстории. Год назад, если мне память не изменяет, так оно и было, где-то середина ноября или конец ноября, я не помню. Было воскресенье, я запомнил, вот точно. Снег лежал уже. И было часов 7 вечера. И у меня в одной из комнат дома звонил телефон, и я его не слышал. Ну, я очень вовремя подошел и взял. А на том конце раздался голос Рената Славовича. И до этого мы не были знакомы, и тем более у меня не определился этот телефон. Памятный день, все жизнь теперь. Да, и Ренат Славович сказал, и все закрутилось, завертелось, и через какое-то время мы встретились, Ренат Славович показал книги, показал диски, мы стали обсуждать, мы стали вместе думать, что это может быть. Песня была совсем другая. Идеи были совсем другие, и год совместной, казалось бы, поначалу работы, потом творчества, а теперь уже и в каком-то смысле дружбы, вот вылилось в то, что вы видите. Почему все-таки выбор вот этой песни? Почему выбор именно этой песни? Сначала мы готовились делать мультфильм на песню «Айпл Баллон», да, в исполнении Рената Славовича. Народно-татарская композиция вот, в обработке и в исполнении Рената Славовича. Но потом, это же вы, кажется, да, придумали, что нет, надо домой в один прекрасный момент. Мы даже делали эскизы в разных стилях. То есть это и 2D графика была, и пластилиновая графика. Очень... Там не были животные. Я дополню. Они сейчас работают над этой песней, было бы они закончить тоже. Это как бы... Это вторая будет уже песня, потому что в результате потом вот наших совместных творческих этих разговоров и деятельности нашей, Даниил мне предложил, говорит, давай, говорит, сделаем вообще целиком мюзикл, мультипликационный мюзикл, полнометражный, и поэтому и «Домой», и «Булбулым» они войдут в этот мюзикл. Да, все это будет составной частью одной большой красивой истории.
которую мы очень хотим реализовать. И насчет пластилиновой пластики, технология, когда я Даниил попросил, говорит, ты мне дай разные образцы, разные техники, там компьютерные, рисованные, там пластилин, все, чтобы я мог вообще посмотреть реально, что из себя представляет. Они мне сделали там буквально по 20 секунд по каждый. 20 секунд сделали набор такой, слепили все, приготовили, порисовали. Я посмотрел, и мне больше впечатление произвела именно пластилиновая технология. Она более выразительная, более такая живая, более Как ваш голос. теплая. Такая объемная, фактурная Я получилась говорю, картинка. конечно, клип. самая лучшая техника – это пластилиновая техника. Самая, которая впечатление больше производит. Но Даниил говорит, она очень, очень дорогая. Говорит. Вот этот второй вопрос был у меня. Да. Как вы? Превышает по цене намного, Да. чем эти рисованные, и тем более компьютерные. Это самые дешевые компьютерные графика. Вот именно как раз вот дорогостоящие пластик, вот этой техники. Ну, Я, к примеру, приведу. Вот они, например, это 4 минуты, они лепили целый год почти что ушло. Вся Ну, группа видно, прям из них как все работали. ну да, там часть тела, каждый кадр, детали. это, как Ирина Александрович выразился, это как картина. То есть, если сделать скриншот, вот просто статичный, да, это такая открытка уже. То есть, Ну, это, по-моему, впервые. самостоятельная. Кто-то видел еще подобные клипы, коллеги? Ну, наверное, они По-моему, есть. это... Нет, были, По крайней- но они очень намного скромнее, намного примитивнее. Были мультфильмы пластины. Чтобы так вот художественно богато, досконально прорабатывать все детали. Тут же здесь сколько там всего этих 6 тысяч? 6 тысяч чем-то. Там есть точная цифра, сколько там кадров. Кадров. Да, но Вот там... эти 4 минуты, каждый кадр должен слепить. Их там 6 с чем-то тысяч. Да. Да. То есть мы Вот можем сказать, все, кто здесь, можем быть потом, в принципе, свидетелями рождения вот некого такого, да, исполнения в новом жанре, да, показа, демонстрации клипов. Может быть, Почему нет? может быть. Вот там на заднем ряду сидят ребята, кто участвовал даже. Помашите. Да, вот Это, вам- конечно, не все, но Да. вот они тоже. Да, группа у Данила такая дружная, Творческая группа. творческая. Да, у нас... Ну, чтобы вы понимали, да, Сейчас, секунду. это коллективный труд. Вот вы титры видели, и мы с Ренатом Александровичем в большей степени вот продюсировали, а делали-то ребята. Ну, я, конечно, тоже участвовал, и Ренат Александрович участвовал, и сценарий Не, ну, обсуждал. я То есть больше, как говорится, какие-то... вдохновлял нас. Вот, так сказать, да, вы нас вдохновляли. То есть нет там никакой детали собственноручной еще в А вы обратите внимание, кто автор песни, кто автор музыки, кто исполняет? Нет, я понимаю, что я имею в виду, самостоятельно не слепили ручки-ножки там, Я одной нет, из не понял. фигурки. Нет, не понял. То есть все профессионал должен делать профессионально свою работу, так? Там мастера сидят, Да. работают Спасибо. кропотливо. У нашего коллеги вопрос есть? И еще есть вопрос. Халил Шамиль, Татар-Информ. Сейчас, Титры так быстро мелькнули, как паровоз медленнее Завис, ехал, да. чем титры. Я правильно понял, что музыка и слова это ваши, да, Ирина Александрович? Очень приятно. Вот второй вопрос по поводу пластилиновой техники. Есть же мультфильм «Пластилиновые вороны». Там авторы в свое время сказали, что у них на мультфильм ушло чуть не 500 килограмм пластилина. У вас какое количество ушло? Нам буквально вчера этот вопрос задавали, Какого и мы поймали себя на мысли, что мы не считали. То есть у нас, понятно, он делается, он расходуется, он выкидывается. Бывает, что одного и того же персонажа мы перелепляем как-то, мнем, чтобы он двигался, а оказывается неудачно съемка проведена, и он опять там выкидывается или перелепливается в какого-то другого персонажа. Мы пытались посчитать, так и Ну, не хотя поняли. приблизительно Ну, так. однозначно кассу сделали магазину, у которого покупали. Да, это у нас по соседству магазин Дом книги. Это не реклама, это просто Сейчас можно соседи. дисконтные карты выдавать, Вот. скидки. И- Кассу- Следующий покупки. Много-много. Кассу для магазина вы сделали, а бюджет какой мультфильму такой? Если говорить про цену, да, то знаете, как отвечу? Этот мультфильм для нас бесценен. Как ребенок мы его рожали целый год, и разве дети имеют цену? Он Вы не бесценен. готовы говорить пока о стоимости, да? Ну, это будет... Ну, это всех интересует просто, Но- всех журналистов всегда интересует, в том числе... Приходите к нам цена, работать. стоимость услуг. Все просто. Если не учитывать их, как бы, духовные, творческие вот эти, и оценить просто, как бы, техническая такая вот работа, ну, как бы вот, все равно это где-то не меньше $1 000 000.
Не меньше. Спасибо. Вы поверили? А если все это еще совокупить, то это несколько миллионов долларов. Спасибо. Стоит труд. Это очень недешево. Очень приятно. Вот вам и мультфильм. Да. Ну, все такая пауза неловкая, как-то, как никто из них Приходите представлял к нам себе. работать. И вот по глазам сразу вижу, Ну, я верить или не верить сказанному. Имею в виду не эти 4 минуты, а имею вот если делать мюзикл. Вот это вот. Мюзикл. То есть мы говорим о мюзикле, о серии. Мюзикл, это, конечно, это... У нас таких бюджетов нет. Вот. И я сомневаюсь, что такие бюджеты есть в республике на кино. Так как я еще в художественном экспертном совете при Министерстве культуры сейчас стал вдруг с этого лета. Точно нету. И если ситуация изменится, мы будем очень рады. Все будем, и вы тоже будете очень рады. Вот. Ну, потому что это Ну, системная по впечатлениям проблема. очень приятно смотреть. Я думаю, Спасибо. согласятся со мной, очень интересно, что новое действительно. Потому что мы видим демонстрации. Мы не пришли сюда хвалиться, мы на самом деле пришли Нет, вы как бы, рассказываете о том, коммуницировать, что есть. но у нас есть потрясающее сообщение, которое мы получили от... я даже регалии зачитаю, но после. Зачитайте, Сначала если это сообщение, важно, а потом да, регалии. хорошо. Для меня лично это важно. Я вот, Мы как послушаем. Ренат Славович был второй человек, кому я это зачитывал. Вот. Теперь вы все тоже услышите это. Ну, первый я жене зачитывал, второй Ренат Славович. Главная удача создателей анимационного клипа «Домой» к одноименной песне в исполнении Рената Ибрагимова – точное попадание в настроение. Художникам удалось найти теплое визуальное воплощение душевной и умиротворяющей песни, выстроить спокойный, лишенный излишнего драматизма сюжет и создать трогательных персонажей. Сложнейшая техника ручной пластилиновой перекладки освоена авторами не в совершенстве, что не умаляет достоинства используемых комбинационных решений, добавляет клипу особый шарм и флер наивного искусства. И вот некая Алена Сычева, вы ее можете найти в интернете, киновед, член Союза кинематографистов России, гильдии киноведов и кинокритиков РФ, гильдии профессионалов Ассоциации анимационного кино, член Союза журналистов России, член Международной федерации кинопрессы ФИПресси. Ну, это очень серьезно. Спасибо. Все, наверное. Коллеги, есть у вас вопросы? Надо молчать теперь. Пожалуйста, здесь вот вопрос. У нас идея такая, что... Ну, это пока идея, в принципе, еще переговоры даже не вели на эту тему ни с кем. Ну, планируем, по крайней мере, это сделать. Я так же, как к своему юбилейному концерту, вот, который 31 января состоится, я приглашаю в него участвовать людей, которые мне, артистов, которые мне импонируют, которые мне нравятся, которые духовно соответствуют и мне. Кое с кем переговорил, кое с кем еще не переговаривал. Ну, в принципе, известно и вам, и среди певцов, певиц, и актеров фамилии. Ну, условно сказать, я сейчас начну говорить эти фамилии, но еще со мной просто не разговаривали. Но в плане есть такие, там, допустим, из наших татарских исполнителей, это Гарипова Дина. Я ее уже на свой концерт пригласил, она будет сейчас в моем концерте. Я думаю, она не откажется участвовать в этой работе. Актеры, такие как Дмитрий Дюжев, думаю, Чулпан Хаматова, Марат Башаров, Хабенский. Ну, как пример набираю. Кто-то не сможет, кто-то занят. Потому что все заняты люди, значит, будем другими разговаривать. Ну, такого же уровня исполнителями, которые будут принимать участие и в мультфильме, и в моем юбилейном концерте. Пока в стадии все будет переговоров. Да, пожалуйста. Ренат Исламович, вам вопрос. Вы в начале беседы нашей встречи вы сказали, что если писать не можешь, не пиши. Да. Правильно я вас понял, да? Вот вы сейчас попробовали писать, вы будете дальше продолжать это дело? Ну, дело в том, получается, жизнь заставляет. Я, честно говоря, не хотел больше. Записал книгу, ну, Аллах Акбар, то, что планировал, к юбилею закончил, вроде труд удачный. Вот.
А потом что-то какая-то информация появилась, какие-то новые и мысли появились. Я потихоньку начал писать. Сейчас, в принципе, 4-ю книгу уже начал писать. Потому что есть очень интересные темы, которые я хотел поделиться с читателем, и которые будет полезно их почитать и на вооружение взять. Ну, например, вот, у меня родилась дочка в этом году, Марьям. Поздравляю. Да, ей сейчас уже 9 месяцев, родилась в феврале. Роды я принимал сам, в бане, у себя. Очень смело. Интересная тема, правда? Вот я ее Очень описал, потому что я думаю, полезно почитать это. Я там перед этим изучил эту тему через интернет, специальный материал изучал. Жена у меня ходила на курс, специально обучалась. Вот. И мы ее в бане родилась, она у нас купили детский надувной бассейн. Он недорого, кстати, там 2500, большой такой там. Заполнили теплой водой, с морской соли туда подсыпали. Вот, и она в более удобном положении, которое должна женщина рожать, не на спине, а стоя на коленях, как говорят, на корячках. Вот так должна женщина рожать, не на спине. Когда я потом читал информацию, на спине, оказывается, рожать это вредно. Там происходит зажим определенных нервных, кровеносных сосудов, появляется природных боли, женщина орать начинает. Вот. А когда рожает на корячках воду, женщина радуется и улыбается. Она меня за 2 минуты родила. 2 минуты ребенок сам выскочил в воду, как пловец. Неожиданная тема. Как пловец вылетел. Это совсем другие роды. Там радость, там удовольствие. Женщина получает удовольствие, даже не экстаз получает удовольствие. Понимаете? Так всегда раньше рожали. А все, что это сделано сейчас в роддомах, это все неправильно, все нарушает, все физиологию, вред приносит. Я при рождении сына был в роддоме, меня пригласили, я присутствовал, у меня сын родился, я присутствовал при родах, в роддоме. Мне дали халат, я даже взял камеру, снимал, как он появляется, мне дали ножницы, пупок шапя резал. Я не решил зарезать, я говорю, давайте пока замерзли. Тут психологически не был готов к этому. А здесь я все сам делал, сам резал пупок, пуповину, ребенка взял, груди положил. Ребенок сам, как вот щенята ползут к соску мамки. Точно, вот удивительно, инстинкт, оказывается. Не надо ничего, положил, он сам пополз, нашел титьку и начал сосать. Понимаете? Это такая удивительная вещь. Все в природе, все есть, не надо выдумывать ничего. А все, что... И потом, там такие, например, есть 3 условия, называется 3Т. Что такое 3Т? Это должно быть темно, тепло и тихо. Вот в бане темно, тепло и тихо. Уж не говорят, что там нет этих стафилококков никаких нет. Как в роддоме. В каждом роддоме есть стафилококки. У меня все дети, которые родились в роддоме, всех потом пришлось лечить от стафилококков. А здесь в этом случае чисто. Понимаете? Дальше. Что такое роддом? Я когда пришел на родов сына, присутствовал, я одел халат, лето было, он у меня летом родился. Пока я там стоял 5 минут ждал, я замерз. Там натуральный холодильник. Холодно. Кстати, у нас многие мамы, они знают, я что был это, вынужден снять халат, одеть свитер, потом халат сверху. Я мерзнуть начал. Это вместо того, чтобы тепло, там холод стоит. Да. Ребенок попадает в агрессивную среду, холодную. Вместо тишины в соседних отделениях роженицы орут со страшной силой. Ор стоит. Вместо темноты огромный прожектор хирургический, который ослепляет не только детей, все ослепляет в свете. Все 3Т нарушаются в роддоме. Сплошной вред. Ребенок попадает в агрессивную среду, сразу же удар получает. Понимаете? Ему тоже берут, колют укол прививочный, который вообще запрещено делать. Сейчас некоторые стали понимать, запрещают этот укол делать. Понимаете? Дальше. Ребенок появляется, ему заранее там протыкают оболочку его, говорят, чтобы каплей садился. Это все неправильно. Ребенок должен рожаться в этой оболочке, потому что оболочка защищает его от травм. Он должен в этой оболочке выходить. Не надо ничего протыкать специально. Ну, этой теме можно посвятить. Я вам сейчас буду рассказывать, да, дальше долгое время, что конечно. роддом сплошной вред приносит ребенку. Мы лучше почитаем книгу, пишите. Я 4-й будет. Потом он рождается, берут и сразу режут пуповину, отрезают. Нельзя этого делать. Оказывается, ребенок, прежде чем родиться, у него 30% его крови уходит в его основу, как называется, Плаценту. плаценту.
Почему? Чтобы он уменьшился в размере, ему легче родиться. Плацента позже появляется. Так в роддоме берут и сразу отрезают пупок. Нельзя делать. Оказывается, потом, когда плацента выходит, нужно вместе с плацентой, чтобы ребенок полчаса лежал у грудины матери и сосал титьку, и за эти полчаса эти 30% крови возвращается в ребенка. Это его питательное. А в роддомах отрезают почему? Потому что они эту плаценту с этой кровью сдают как сырье очень дорогое и получают прибыль. Везде идет вред. Люди мне говорят это. А вот мы сейчас узнали, запомнили. Вот вы знаете. Журналисты серьезные. И вот таких штук набирать столько, что вы скажете, эти роды в роддомах, это сплошное нарушение всего нарушения. Рожать надо дома, почитать литературу, пригласить акушера опытного, и все. Ренат Исламович, извините, что перебиваю, но поскольку вы с таким вот прям с таким пониманием в теме детства собственных детей, вы, наверное, о семье можете поделиться новостями о своей личной жизни с нами. Ну, я же просто расскажите нам, как вы сейчас живете, сколько у вас детей, как вы с ними занимаетесь? 8 детей, ну вы поняли, дочка-то у меня 9 месяцев младшая. 4 у меня детей вот от этого брака, а остальные уже большие, они уже самостоятельно, в принципе. Ну, сын еще пока еще учится, я вот помогаю ему, университет через год закончит. А так, в принципе, они все уже взрослые люди. Получили образование, работают сами. Ну, все равно, конечно, продолжаю помогать, обращается все равно. Вот. А так, дети 4, я получаю огромное удовольствие. Для меня возвращение домой – это возвращение в сказку. Может быть, именно поэтому песня «Домой» была. Да? Нет? Да, конечно. Скажите, пожалуйста, а вот совместный дуэт, вы прекрасно, по-моему, понимаете друг друга? В творчестве понимание друг друга на полусловие помогает, либо мешает как-то реализовать какие-то такие прям гениальные идеи? С Даниилом? Да. Вот. Давайте, Ренат Исламович, вы ответите. Да, ну дело в том, что отвечает. Знаете, ничего в жизни не происходит случайно или, как говорится, ничего подобного. Все встречи, они уже предначертаны свыше, и Всевышний сводит людей. Даниил меня свела тоже, Всевышний свел. Нет, все не с кем-то другом, не в Москве. В Москве тоже есть студии мультипликационные. Вот. Как вам дали телефон, как передали? Или да, как? Ну, я позвонил, поинтересовался, я говорю, вот есть такая, я ему позвонил. То есть вот это все, кажется, никаких случайностей, все четко предначертано. Все расписано, вся наша жизнь по минутам, по секундам. Мы просто этого не знаем. Никаких случайностей нет в жизни. Но у вас удачный тандем. Ну, судя по мультфильму, мы увидели, что все прекрасно. Я думаю, мы одолеем и нашу мечту, и мюзикл сделаем, и я думаю, что этот мюзикл на фестивалях, международных фестивалях займет призовое место и поможет выйти на международную арену, сцену, и можно показать его на весь мир. Мы сделаем и переводы на другие языки. У нас это тоже в планах есть. Прорыв. Так мы с удовольствием будем следить за новостями. Коллеги, есть у вас? Пожалуйста, вот здесь вот коллеги, вопрос. Пожалуйста. Диляра Низамова, художественно-молодежный журнал «Идель». Я хотела уточнить, вот вы вначале сказали, что нынешняя молодежь, она недостаточно эрудирована. Какие вы видите методы компенсации вот этого дефицита информации у них? Систему школы надо. Свою роль как-то видите? Может быть, вы хотели бы у нас в журнале публиковаться? Я хочу свою открыть школу в Москве, есть в Казани. Если найдутся люди, которые поддерживают, средства нужны просто, помещение, средства. Образовательную школу об этом говорите, да? Школу свою, частную. Почему частную? Потому что в государственной системе ее невозможно сделать, обязательно будут вмешиваться. Есть установки определенные у них, государственные. Вот. А ту школу, которую я задумал, она как бы, эта школа, она фактически для начала это будет начальное образование, то есть там будет 2 класса, 5, 6, до классного, это как детсадские. Дошкольные? Дошкольный возраст, но там все равно уже образование будет уже вводиться, а это нужно делать. И 5 классов основных, 1 до 5, получается 7 лет, 7-летняя школа. Но она даст возможность, вот ребенок, который будет обучаться, уже ему в это время будет, значит, 7, 6, 7,
там 12 лет где-то он будет заканчивать, да? Или так получается? Ну да, 12 лет, по-моему, 12. Это будет достаточно подготовленный к жизни уже человек. Будет иметь весь этот комплекс знаний, который ему уже дальше поможет самостоятельно двигаться. Он точно знает, чем он хочет стать, всю подготовку будет иметь, будет знать языки, будет иметь здоровье хорошее и будет подготовлен духовно к жизни, будет крепко стоять на ногах. Вот еще один Вы эту проект. школу планируете открыть в Москве или в Казани? В Москве мне пока с помещением дается, там довольно сложно все это. Я думаю, может, в Казани захотят. Это может частную школу. Это вот как получилась история, вот эти, которые гимназии в Казани, других в Уфе, там еще открывались вот эти турецкие. Вы знаете, что? Колледжи, но они Колледжи, долго да. просто... Потом их начали закрывать. Закрывать начали почему? Понимаете, да, что дело? Почему? Потому что там ученики этих гимназий, выпускники, они на голову выше остальных школ. Все, я их всех знаете, ребят, они образованные, продвинутые, и все работают очень хорошо, в бизнесе работают, хорошие у них зарплаты. Вот чтобы это не происходило, чтобы было наоборот, чтобы выпускались с обычных школ ученики, их закрыли. Понимаете? Цель другая ведь. Еще одна интересная информация. Это другая цель совершенно. Поэтому надо только частное образование вводить. Тут не смогут закрыть. Вложил деньги, обучай. За деньги. Ничего не сделаешь. Эта система в Турции была. В 70-х годах Турция стояла на коленях. Она могла потерять свой суверенитет. В 70-е годы. Я специально этот вопрос изучал. Туда входили израильские и американские деньги. И в результате они могли потерять практически свой суверенитет национальный. Несколько человек, турков, богатых турков, обратились к Фатхуле Гулену, который вы знаете, который у него конфликт начался с Эрдоганом. Вот, они обратились, а он известный, личность в Турции, он не богат, но просто как личность уважаемая была. Он и сейчас такой же уважаемый, хотя пытаются против него накрутить все это, против него всю эту историю. Они обратились, говорят, мы понимаем, что процесс, который у нас в стране происходит, мы в результате Турция потеряет свой суверенитет. Мы не хотели бы это. Давай, говорит, мечеть построим еще. Мечеть. Построим? Вот, да. Нет, он говорит, вот он сказал, что мечеть строить не надо, нужно построить школы частные. Вот с этой школы. Вы считаете, что именно школа, строительство школ в Турции началось благополучие? Да, с этой школы началось подъем Турции, с первой школы. Извините, а как вы думаете? Я это изучал, там этих школ, тысячи открытых школ, Фатхуле Гулену, частные все школы. Турция просто взлетела, потому что образованность на голову выше была всех европейских школ. Выпускники этих школ, выпускники и школьники стали занимать призовые места на всех олимпиадах в Европе. Вот такое нужно образование. Частное, специальное образование. Сейчас. Я хотел прокомментировать. Любая здоровая нация начинается с образования и медицины, и все. Хотя медицина вытекает из образования. Вот. Вопрос? Я в слова поддержки просто. Да, спасибо. Ринат әфәнде, минем сорауым сезгә Татар-Информ. Менә сез әйттегез, гаиләгә әкияткә кайткан кебек кайтам дип. Сезнең гаиләдә нинди телдә уралашасыз? Сез балаларыгыз татарча беләләрме? Татарча сөйләшергә, конечно. Кайчагында унутып җибәрәбез, хатын да русча сөйләшеп җибәрә. Ну, мине дә әби дә, бабай. Әби күбрәк татарча сөйләшә иде. Алар менән Казаннан, районнан без бергә торабыз, яшәйбез. Нигезендә әйтәм, татарча гына сөйләш. Хатыма да ул уныткач әйтә, что говорю по-русски? Татарча сөйләш. Татар балалар минем татарча аңлыйлар. Сөйләшмиләр, конечно, бик, ну, кайсы сүзендә это, ну, это, конечно, мало, но все равно все-таки. Потом bizim татар жырлар иде, бик безнең тәнвенә куя. Татар жырлар иртүк башлана. Я, конечно, не выдерживаю. 2-3 песни, я ухожу. Уровень такой деревенский, самодеятельный. Татар жыры. Ну, по крайней мере, язык помогает. Сохранять. Менә мюзиклда ой былбылым җыры керәчәк дидегез.
ул мюзикл, ул проектка тагы татар җырлары керәчәкме, А юкмы? как же, обязательно. А как же. Biz onu татар тілінде яғни шығарамыз. Русша да, татарша. И еще идея-то инглиша шығарға, и қытайша да сделать сюда. 4 варианта. Потому что рынки огромные. Если это мюзикл удачно у нас пойдет, то он может развиться с помощью английского, пойти в пространство европейское, мировое, а китайский рынок – это 1,5 миллиарда населения, четверть всей земли. Тогда сразу на Китай надо. Это Дорогу. У нас с китайским переводом единственное торможение лишь в том, чтобы он для китайского уха звучал, ну правильно, помимо того, что литературно, передавал. Не просто переводчик перевел. Нужно, чтобы носитель языка и поэт перевел. И еще с музыкальными данными. Поэтический перевод, то есть это очень сложная история. Специфика своя есть. У нас есть еще вопрос. Да, пожалуйста. Корреспондент ГТРК Татарстан, Булат Жакиев. У меня вопрос немного не в тему, но тем не менее он важен, на мой взгляд. Ринат Исламович, что вас сегодня сподвигло принять участие в акции «Подари подписку»? Я вообще все, что связано с просвещением, я везде пытаюсь принять какое-то участие. Вот я говорю, 500 книг я школам передал, свои книги, потому что их, конечно, 500 мало, их там, я спросил, сколько библиотек, там их больше намного, школьных библиотек, может там 2000, может 3000, ну просто у меня финансов нет таких возможностей, чтобы все школы обеспечить. Но 500 я вот передал. И считаю, что образование это одна из главных тем, которые должна заниматься руководство, правительство, и люди должны это понимать. В Коране, вот, чтобы жить по законам шариата, законы шариата – это законы, предписанные свыше, которые в Коране написаны, и в Библии тоже у них. Библия тоже шариат, законы, которые Всевышнего. Вот, чтобы можно было жить, соблюдая законы шариата, нужно первое, что нужно знание обязательно. Большое внимание именно это уделяется. В Коране сейчас сказано. Знание, первоочередно. Второе – поступки. На основании этих знаний человек потом поступки совершает. И третье – искренность. Все. Вот когда третье качество есть, то как бы уже можно жить правильно на этой земле. А скажите, пожалуйста, подписались на какие издания, вы, интересно? Сейчас? Да. Там Республика Татарстан, наверное. Там татарский журнал, вот детский, первый мне дали подписать. Да. Потом еще, ну я понял, что там более детям дорисованы. Да. Дорисованы все эти. Ну, прекрасно, вообще здорово, что на татарском языке издаются эти издания. Я сам, мы покупаем домой эти все вот татарские издания. Да. Хатын менен татарша бекеши білеу, татар тіліне. У нас коллеги вот прям очень ждут вопрос, что дать. Симбика журналы. Біріншіден менің сізге рахмет айтасым келеді. Сіз біздің авторыбыз Назипа Каримованың сөздеріне, сұрауларына жауап бердіңіз. Біздің рубрикамызда қатнаштыңыз. Оның үшін сізге айрым рахмет. Оқушылар бек яратып оқыдылар. Сұрауым былай, вақыт өткеннен соң вақиғалар бетінде бар тыныклана хәтер ынтыга төшәләр. Сезнең тормыш ул вақиғаларга бик бай булган. Менә бу китапны язырга алданрак та кәләмәнгә укымыйсызмы? Yok, onu erterek yazara yarmaydı. Потому что китапны чарап, она ведь керек пройти определенный жизненный опыт, набраться. Поэтому это оно естественно, что только я сейчас смог написать ее. Раньше я и не смог написать ее. Еще не готов был. Ринат Исламович каждый день мне напоминает Данила, мужчина до 40 лет – это мальчик. Вот так вот. Да, в Коране написано, что мужчина до 40 лет – ребенок. Поэтому говорить о каких-то серьезных вещах. Есть, конечно, исключения, допустим, Лермонтов. Там. Но это очень редкость. Это, как говорится, люди, как исключение. А так, в среднем, масса определенного народа. Это до 40 лет это дети. Это ничего какого-то серьезного, определенного. Мужчина не может. Это сплошные там и ошибки, и все, что хочешь. Ринат Исламович, вот пройдя и продолжая творческий путь, наверняка вот с каждым годом, может быть, с годами,
вы переосмысливаете вот свои песни, себя. А вот в данный момент вы могли бы нам сказать, все-таки, какая песня наиболее любима вами, может быть? Постоянно этот вопрос мне задают. Я понимаю, что он. Я вот хотела лично услышать. Я не знаю ответ на них, потому что у меня нет каких-то исключительных каких-то песен, которые бы я особо там относился. У меня, в принципе, все, что я пою, оно все мне дорого. Я просто песни, которые мне нравятся, я их никогда не исполняю, не включаю в репертуар. То есть вы их в семейном кругу исполняете? Вообще нет, не семейных, где я люблю любую песню, которую я пою, это все мои любимые песни. Спасибо за ответ. Есть ли еще? Пожалуйста. Было скорбное событие, умер Хворостовский. Вот вы были ли с ним знакомы, так как вы все-таки коллеги? Встречались ли, пересекались ли ваши дороги где-то? Я с ним всего один раз общался. Это у нас были юбилейные концерты в Москве, как раз к Дню Победы. Мы вместе принимали участие в этой программе, пообщался. Ну, так особо не было возможности, чтобы как-то более глубже познакомиться с ним. Вот. И я вот анализировал, в принципе, вот он заболел, умер. Перед смертью он, значит, я интересовался, он вообще, говорю, вообще верующий человек был, а он официально перед смертью объявил, что он не верит в Бога. Перед смертью? Да, сказал, что не верит в Бога. Мне так вот сказали. Что... Но это, кстати, явилось его ранним уходом этой жизни, потому что неверие во Всевышнего, она как бы приводит к раннему концу, потому что в Коране сказано, я, говорит, от любой болезни дам излечение. От любой болезни. Нет болезни, которая не излечается, Всевышний говорит. И укажу пути, как найти это излечение. Направить нужному человеку, нужную книгу вовремя даст почитать человеку. Это все так происходит. Нет ничего какого-то неожиданного. И человек в конечном счете пойдет и вылечит эту болезнь. Если бы он был верующий человек, то Всевышний показал бы ему, направил и путь дал, и он вылечил, он бы не умер, он бы работал дальше, пел бы. Это вот результат, что человек не был верующим, он был атеистом, жил одним материальным миром, интересами материального мира. Вот результат ранний уход из жизни. Да. Извините, вот я, видимо, вас не замечаю. Булгар радиосы Чупангали Ахматова. Сіз міне өзіңіз сөйлегенде татар жырын деревенский деп атадыңыз қазір, еме? Шул деревенский дәрежесінен өскәрәк күтәрер өчен нәрсәдә булса эшләргә уйламыйсызмы? Сезнең бидендә сез абруйлы шәхес, сезнең мөмкинлегегез бар. Я бы с удовольствием занялся. Татарча мөмкин булса, рәхмәт. Ул турында мин күп уйладым. Китапта да ул турында язам. У меня есть определенные мысли, и я знаю, что нужно сделать, главное. Но для этого мне надо приехать сюда. Вот. Для этого надо руководство республики задуматься и обратиться ко мне. Как вот приглашает тренеров, допустим, команды футбольной, хоккейной, контракты подписывают им, чтобы они занимались. Вот так же надо сделать с культурой, с искусством. Пригласить меня, не меня, другого, пускай человека опытного, да, и чтобы заняться этим конкретно, целенаправленно, выделить для этого средства нужные, составить программу, допустим, на 5 лет, и за 5 лет можно рывок сделать, просто рывок, скачок можно в этом плане сделать, изменить ситуацию. Но для этого нужно, чтобы в Ходжалар немножечко захотели на это пойти, кроме спорта, там еще какие-то темы, чтобы задумались на эту тему поглубже. Ренат Славович, я хочу продолжить эту вот тему культуры, для меня, потому что она тоже немаловажна. История наших соседей, история Узбекистана знает, когда Фарух Закиров был министром культуры Узбекистана на протяжении многих лет. Это группа Яла, это друзья Рената Славовича. А также, Ренат Славович, в «Газпроме» вы руководили каким отделом? Расскажите. Да, управление культурой я возглавлял в «Газпроме», как раз я занимался этой тематикой. Да многие человек опытный. Завур Тутов, такой есть народный артист. Он в Кабардино-Балкарии занимался этим, министром культуры. Бюльбюль Аглы. Также сейчас он уже представляет
послом уже в Москве, а до этого он тоже культурой занимался. То есть это нормально, когда люди из этой среды потом начинают еще заниматься такой общественной работой. Простите, да? Да. Делиться своим опытом, тоже талантом. есть большой опыт, уже наработки есть определенные. Да, вопрос, коллеги, еще. Давайте последний, наверное, но мы уже завершим. Московский комсомолец, Павликевич Анна. Я хотела вас спросить, вот все, за что вы беретесь в этой жизни, все уже достигло определенного успеха, да? Возьмем творческий ваш путь, рождение ваших детей многочисленных, книгу, за которую вы взялись и успешно написали. Вот. Я хотела бы спросить на будущий проект, сколько будет стоить проект «Родить в бане» у Рената Ибрагимова? Я думаю, что это было бы тоже очень успешно. Ну, я об этом уже думал, кстати. Я думаю, мы это дело осуществим, кстати. Я уже какие-то шаги начал делать, но не здесь, а, допустим, в Крыму. Почему Крым? Потому что климат, во-первых, потом Черное море, натуральная морская вода, не надо соль подкладывать. И более теплый климат приморский, он более, конечно, располагает. Можно такой сделать, открыть комплекс такой. То есть получается, что вы думаете все-таки над развитием этого проекта, да? Конечно, конечно. Можно записываться уже в очередь? Можно, нет, можно записываться еще раз, мне просто надо организовать. Но, в принципе, в Москве есть эти клиники. Это не клиника, это дом, роды на дому, так называют. Или их называют еще эти лотосовые роды. Почему лотосовые роды? Потому что ребенок, это как проводится сравнение с цветком лотоса. Лотос, он ведь у него плацента, корневая система лотоса, это плацента ребенка. Стебель лотоса длинный, это его пуповина. Вот. И сам цветок, это ребенок. Поэтому называется лотосовые роды. Нет, ну лотосовые роды это одно, а Ренат Ибрагимов и роды у него в бане, предположим. Да, да, вот это совсем другой бренд, понимаете? Мы уже говорим так. Ну, это уже вопрос, как подать. Я так понимаю, что нужно встать в очередь в школу, в частную сначала, с ребенком. Это все вещи очень полезные, они нужны для нации, для здоровья нации, для образования нации, конечно. И не обязательно это может любой человек принять участие, можно просто сделать банк, открыть народный, допустим, объявить банк и начать средства собирать. И не два человека нашли, а вот каждый. Вот. Ведь как, кстати, продолжение этой турецкой темы. Там ведь вначале 2 было миллионера, которые дали деньги на 3 школы, а ведь потом пошло что как. Я был в этих школах, изучал систему, эти школы обучения. Там начали участвовать все обычные турки. Рядовые, уличные торговцы, магазинчики, мясники, вот обычные. И я в такой школе общался с ними. Вот они как раз, у них было там собрание, они раз там собираются, раз в месяц, по-моему, сказали, собираются. Школа прямо внутри города, 3-этажная школа небольшая, кстати. Их там было человек 10 или 15, сейчас забыл уже, примерно такое количество. И они обсуждали там тему. Я говорю, а о чем вы разговаривали? Говорит, а вот мы, говорит, сейчас вот обсуждали тему того, что нам надо собрать $5000, а обычные турки, никакие миллионеры. Ну, вот работают вот, продавцами, все. Нам надо собрать $5000, а я для чего говорю? Нам надо их отправить то ли в Бразилию, то ли в Аргентину, я забыл. Там открыта тоже школа, гимназия, которой мы хотим помочь. Вот, и я думаю, зачем турку? Помогать Бразилии. Да, я удивился, говорю, а зачем почему Бразилия? Дети же здесь. Ну, как говорят, просвещение, оно как бы вообще надо участвовать в просвещении. То есть у них уже сознание совсем другое. Люди по-другому относятся. Не даже для себя, а другим стараются помочь. Вот что у меня. Спасибо. Коллеги, наше время онлайн-трансляции завершается, но у нас остается время для бесед. И вот Александр демонстрирует для вас. Есть небольшие, вот эта книга, диск, так что я думаю, с большим удовольствием с вами пообщается уже вне онлайн-трансляции. Спасибо всем за внимание. Мы завершаем. Спасибо.